На республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в эти дни проходят чемпионаты и первенства России по спорту глухих в дисциплине лыжные гонки. Соревнования такого уровня наш регион принимает впервые. Всего за медали борются 60 спортсменов из 11 регионов страны. В чем же особенность таких стартов, расскажет Павел Королев. Казалось бы, обычные лыжные соревнования. Спортсмены настраиваются перед стартом, готовят лыжи, разминаются. Но есть одно «но». Именно так звучат эти соревнования для многих из спортсменов, ведь большинство из них ничего не слышат. На старте лыжники ориентируются на взмах флажка. Вообще проблемы со слухом напрямую влияют на работу вестибулярного аппарата. А в лыжах умение держать равновесие – критически важный навык. Но несмотря на недуги, лыжники выкладываются по максимуму. Особенно наши ребята. Так, сегодня первая тройка финишировавших в мужском спринте – представители сборной Коми. Хорошее выступление. Погодные условия только немножко нам, так сказать, хлопот создали. Ну а так я поздравляю всех ребят с хорошим выступлением. Желаю, у нас еще 2 дня соревнований, и желаю им дальнейших хороших результатов. Немало проблем создала небесная канцелярия. Спортсмены настраивали свои лыжи как скрипку перед концертом, нанося смазку по погоде. Как итог, в копилке сборной в первый соревновательный день 4 медали, а во второй уже 12. На самом деле мы впервые принимаем этот уровень. Вас, уважаемые спортсмены, уважаемые тренеры, и очень рады тому, что соревнования проходят на нашей земле, на нашем замечательном лыжном комплексе имени прославленной 4-кратной олимпийской чемпионки Раисы Петровны Сметаниной. Впереди еще 2 соревновательных дня. Завтра лыжников ожидает гонка свободным стилем. Ну а завершат чемпионат эстафета и масс-старт. Павел Королев, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.